дорогие друзья! Сегодняшняя тема кывберт, прилагательное. Друзья, если в русском языке прилагательное отвечает на кучу вопросов какая, какой, какие, какое, то в каком языке все намного проще. Прилагательное отвечает на один единственный вопрос – куча. То есть в коме языке прилагательное не изменяется, не склоняется с определенным словом. Существует три простых правила с прилагательным. Первое – прилагательное плюс существительное. Сначала идет прилагательное, потом существительное. Ничего не меняется. Самые простые примеры. Джуджид – пу, высокое дерево. Уджид – морд, большой человек. Сыктывкарин уна мича, давыль керкаяс. В Сыктывкаре очень много новых и красивых домов. Ничего тут не меняется, с прилагательным ничего не случается. Второе правило – это наоборот. Сначала существительное, потом прилагательное. В данном случае к существительному добавляется суффикс «ыс». Пример. Кагаыс ичет. Кага – суффикс «ыс». Ичет – ребенок маленький. С прилагательным ничего не случилось. Второй пример. Поводяыс шонет далень. Погода теплая и спокойная. Уджис кокнет да радейтана. Работа легкая и любимая. Существует еще третье правило, также существительное плюс прилагательное, но в данном случае существительное во множественном числе. Тут прилагательное меняется. Например, ном комар, ном яс комары. Донжадыш надоедливый, донжадышёщ надоедливые. Тут уже, если существительное во множественном числе, то прибавляется суффикс «ощ». Ном яс донжадышёщ. Или, например, вой яс югыдэщ да дженидащ. Ночи светлые и короткие. Тавылын ставыс. Пока-пока.